Сегодня в республику по предварительной информации чартерным рейсом доставят тела двух наших земляков, погибших во время стрельбы в бизнес-центре Wildberries в Москве 18 сентября. Похороны пройдут в их родовых селениях Далаково и Кантышево. Ислам Эльмурзиев и Адам Алмазов работали сотрудниками охраны бизнес-центра. Еще трое жителей Ингушетии, спортсмены Абубакар Мистоев, Рашид Кадзоев и Бекхан Аздоев, получили ранения и проходят лечение в московских больницах. Накануне Wildberries прошел день траура по погибшим сотрудникам. Гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук выразила семьям погибших соболезнования. Цитата. «Это горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, сыновей и братьев. Мы обязательно окажем им необходимую поддержку. Давайте помолимся за души ребят, кто как умеет и как может». Напомню, стрельба в офисе Wildberries началась в среду после полудня. По заявлению Татьяны Бакальчук, это была попытка рейдерского захвата, причем сразу нескольких офисов компании. Неизвестные люди под руководством Владислава Бакальчука ворвались в офис и начали бить стекла и ломать двери. Следственный комитет завел дело по 5 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В тот же день были задержаны и допрошены 27 человек по делу о стрельбе в бизнес-офисе. Басманный суд Москвы арестовал 6 из них. Это Сайфулаев, Коноплев, Нурматов, Канаев, Ефремов и Мажитов. По информации РИА Новости, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 ноября. Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса. Убийство, покушение на сотрудника правоохранительных органов. Его доставят в суд сегодня, где и изберут меру пресечения. В сельском поселении Южное подходит к концу строительство новой школы на 320 мест. Объект планируется сдать в эксплуатацию в ноябре текущего года. Готовность учебного заведения составляет 85%. Здесь уже завершены работы по возведению здания, котельной, а также трансформаторной и дизельной подстанции. Помимо этого установлено ограждение, спортивные и игровые площадки, подведены коммуникации. На заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления под руководством замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрия Титенькина, в котором приняла участие вице-премьер Индира Сагова, обсуждался вопрос по созданию комплекса по переработке, сортировке и размещению твердых коммунальных отходов в сельском поселении Верхние Очлуки. Строительство комплекса будет осуществлять республиканский экологический оператор. При положительном решении возведение и ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить в 2025-2026 годах. Сотрудники Джейрахско-Асинского музея-заповедника совершили инспекционную поездку к башенному комплексу Цори. Был проведен сбор полевого материала, обследована сохранность памятников и проведена фотофиксация сооружений, входящих в состав Цори. В настоящее время на территории комплекса насчитывается 3 боевые и более 3 десятков жилых башен. Помимо этого здесь располагаются 12 усыпальниц, раннемусульманские наземные захоронения, раннемусульманская мечеть, древний мавзолей, а также обнаружены следы 2 речных мельниц. Российские банки с 1 ноября не смогут брать комиссию с переводов граждан в пользу государства через систему быстрых платежей, говорится в сообщении Банка России. Там уточнили, что сами банки никаких комиссий ЦБ за такие переводы не платят. Сейчас через СБП можно проводить платежи в бюджет по начислениям, например, для оплаты дорожных штрафов. В дальнейшем планируется добавить в сервис опцию оплаты через портал госуслуг. Правительство России внесет в Госдуму законопроекты об усилении административной и уголовной ответственности за совершение противоправных действий в сфере миграции, в том числе касающихся фиктивной постановки на миграционный учет. Соответствующие проекты федеральных законов будут внесены в Госдуму в установленном порядке. Перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов расширен на 3 позиции. В обновленном перечне теперь значится 114 наименований. В частности, в него добавилось лечебное питание для детей с муковисцидозом и фенилкетонурией. Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с орфанными заболеваниями. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава.